В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Мост жизни. 2,5-3 месяца, да, мало. Как-то издатки делали, что нет. После обращения жителей к Рамзану Кадырову начато строительство переправы, связывающей старый и новый Этаги. Когда срок сдачи объекта, его технические характеристики и слова благодарности этагинцев. Береженного бережет Бог. Здоровый образ жизни – это основа всего. Какие меры необходимо принимать для профилактики неинфекционных заболеваний? Безмятежный отдых в эпоху суеты. Потрясающие горы, виды. Всесезонный комплекс «Ведучи» ежедневно принимает многочисленных гостей. Лыжи и сноуборд, канатные дорожки и тюбинг, люксовые номера гостиных. Что еще ждет посетителей курорта и какие цены на услуги? Председатель парламента Магомед Даудов провел первое пленарное заседание весенней сессии. Приоритетом повестки на ближайший период будут законодательное обеспечение инициатив Рамзана Кадырова, разработка и принятие законов, необходимых для всестороннего улучшения жизни региона. В ходе нее было принято решение внести в Государственную Думу законопроект, касающийся противодействия экстремистской деятельности. Депутаты приняли еще одну инициативу о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства России и поддержали более 30 проектов и обращений субъекта. В завершении заседания спикер парламента призвал собравшихся проводить активную работу по разъяснению населению целей СВО. غوش قيترت ملدوج ديترت سقيتشوك قيتورت ويدعوش بك ونعبو ويتقع أربل تمدي عدالوش بول إتزر جرب ديونا ونوخشي شوري ونوخشي ويكندي ويوجي بوديون تار أربقنك ونعب والله بوديونا دال شي قران جواح دال سلام غلسن دال إلش نوشي دار ريح بيتنا بولنيا إيمن الديون إتس إبليس توبنس لتر اللتش داغل خلر ويسنج داغل خريك خلر ديون سودي عاشيه كويس ديون سودي عوجي ديون ملا شاجره اونشكا بوغ بابيز. В ходе прямой линии главы региона к Рамзану Кадырову в числе прочих поступило и обращение по поводу строительства моста, соединяющий старый и новый Этаги. Переправа, которая ранее существовала, разрушилась от ветхости, и жители тратили много времени, чтобы дойти в соседнее село. Слово Мадине Салчиевой. Из-за воздействия ветра и воды предыдущий мост, связывающий старый и новый Этаги, был разрушен. Для местных жителей это настоящая проблема, так как приходится обходить почти все селение, чтобы перебраться на другую сторону. Но продлится это недолго. На помощь жителям Атагов пришел глава региона Рамзан Кадыров. Во время ежегодной пресс-конференции ему поступила просьба от жителей восстановить конструкцию, поскольку на данный момент она непригодна для безопасного пользования. Работа началась незамедлительно. На сегодняшний день активно идет забивка свай. Параллельно изготавливают металлические фермы и настилы. Над будущим пешеходным мостом в поте лица трудится команда из 26 человек. بالخ دون هرتان دبولي شانسة تينا بات ده الموضوع سيخ قال مخول سيخ دون ديك سيخ تشيخ نولا حصل ده الموضوع. Поскольку сам мост проект не федеральный, а муниципальный, его восстановление было передано главам администрации Урус-Мартановского и Шилинского района. Они посетили строительную площадку с инспекцией. وين еще необходимый материал, турбег, профилег, швеллерег, возарек закупить, уайлан, каркаш на месте дом, тех аварий чуй, еще из привезли, вот швай тушу, стандарт шваевая, в глубину под землю 6 метров, и стандарт, да, молода. Ну, по срокам 2,5-3 месяца, да, мола.
Как-то издать еду, лишь нет, но тут свои сами. Хотя точно ниц коч почти 500 метров. Пригород, хотя точно на осталдяш, хотя точно водяш, так общественный региональный фонд Амундажи церковь лазот побудил, хотя точно на осталдяш, то хотя угар халка валерий поча Рамзана хвадачна дерез кул алалуда точно так хотя дешто он на остална охшини уртюга дука шин район дука гергалуна что охюга дайса лилш ошедон да хвайнен хвай аур гергал нахбут акцани дохум дуар хулштейк охюрт башна дерез кул хотя да мелечу. Длина нового моста будет составлять 470 метров, а ширина почти 1,5. Переправа также будет иметь перила высотой в 1 метр, чтобы обезопасить передвижение как детей, так и взрослых. Работу планируется завершить в кратчайшие сроки. Мадина Мусалчиева, Моусар Хаджиев, Сайтельм Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Ежегодно от неинфекционных заболеваний умирает порядка 40 миллионов человек, что составляет 70% всех случаев смерти в мире. Их профилактика – важный этап на пути к оздоровлению всего организма, что включает в себя предупредительные меры хронических нарушений, расскажет Мадина Кураева. Неинфекционные заболевания делятся на 4 группы. Это сердечно-сосудистые, как инфаркт и инсульт, онкологические, хронические, респираторные болезни и диабет. Самое главное при наличии данных недугов – соблюдение всех мер профилактики. По статистике в мире на сегодняшний день с проблемами сердечно-сосудистой системы погибает большее количество людей по сравнению с другими заболеваниями. Особое внимание уделяется пациентам, перенесших инфаркт и инсульт. Им необходимо регулярно консультироваться с врачом, придерживаться правильного питания и соблюдать физическую активность. Здесь важно знать свои показатели здоровья, например, уровень артериального давления и холестерина в крови. Фактические меры мы должны соблюдать для снижения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это в первую очередь снижение избыточной массы тела, увеличение физической нагрузки, увеличение физической активности, контроль за сахарами крови, контроль за холестерином, исключение вредных привычек. Что самое главное, профилактика, это зависит от самого пациента. Это в первую очередь самоконтроль артериального давления. Сахарный диабет – еще одно заболевание, рост которого отмечается во всех странах. В республике зарегистрировано около 19 тысяч пациентов с этим недугом. Выявление болезни на ранней стадии облегчает дальнейшее лечение, отмечают специалисты. Говоря о профилактике, крайне важно, чтобы наши пациенты понимали о том, что если у них есть наследственный фактор, генетическая предрасположенность, если у них есть избыточная масса тела, если они ведут не совсем правильный образ жизни, то, возможно, все эти факторы, они, конечно, влияют на то, что может нарушиться, в том числе наш углеводный обмен в организме у человека. Поэтому основной акцент, конечно, мы делаем именно на вот этих вот вопросах. Ася Тхатуева болеет сахарным диабетом вот уже на протяжении 14 лет. Женщина строго соблюдает все меры профилактики и проходит лечение под наблюдением врачей. Спасибо этим врачам, которые тут у нас работают. Все хорошие врачи, очень внимательные, ухаживают и смотрят на наше состояние. Уже каждые полгода я уже тут лечусь. Мне очень хорошо. Важнейшую роль за контролем состояния здоровья играет регулярное прохождение медицинских осмотров и диспансеризация. Чтобы население относилось к этому серьезнее, Министерством здравоохранения Чеченской Республики разработан целый план мероприятий. Каждая неделя будет объявляться тематической по профилактической направленности. Тематики задаются разные. В частности, прошлая неделя была посвящена вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Следующая неделя у нас будет посвящена диспансеризации населения, то есть неделя профилактики, профилактических осмотров как раз и диспансеризации, где мы будем призывать проходить своевременно диспансеризацию, проходить узких специалистов, проходить весь комплекс мероприятий, обследований для того, чтобы на ранних стадиях выявить заболевание. Ведь если заболевание будет выявлено на ранних стадиях, гораздо легче его вылечить, и, соответственно, у таких людей мы имеем благоприятный прогноз. Внимательное отношение к здоровью, укрепление иммунитета, здоровый образ жизни и регулярное прохождение медицинского осмотра помогут меньше беспокоиться о хронических неинфекционных заболеваниях. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика.
Курорты региона с начала года посетило рекордное число туристов. В первом горнолыжном комплексе республики Ведучи учтен неповторимый национальный стиль, сохранен дух традиции. Ко всему этому все по-современному, не уступая швейцарским курортам. Можно покататься на лыжах и сноуборде, есть тюбинг и многое другое. Для удобства туристов запущен и новый пассажирский рейс Грозного. Амина Тупилагова побывала в Высокогорье и оценила все. Ведучи. Слово ассоциируется с качественным отдыхом и сервисом у тех, кто побывал здесь хотя бы раз. Ну а остальным мы покажем и расскажем об этом месте, где каждый найдет себе занятие по душе. Начнем, пожалуй, с более активного отдыха. На первый взгляд может показаться, что лыжи и сноуборд не для всех, но при желании человека опытные инструкторы помогут и научат всему. Татьяна Ткаченко является гостьей республики. Признается, что, приехав сюда однажды, настолько влюбилась в регион, что теперь вновь и вновь возвращается, каждый раз открывая для себя новые интересные места. Про Ведучи очень часто слышали, что очень классный горнолыжный курорт, что тут потрясающие виды, горы. И вот решили поехать. Действительно, потрясающие горы, виды. Первый раз вот на лыжах, инструктора, все очень цивилизованно. Мы в восторге. В распоряжении гостей курорта имеются два склона. Детский и учебный, оба по 70 метров. Подняться обратно можно на движущейся дорожке, траволаторе. Для более продвинутых есть трасса средней сложности, протяженностью 967 метров. К ней прилагается фуникулер, который, кстати, служит не только как средство транспортировки. На нем можно просто хорошо провести время. Любой с красотой хребта да недуг. Длина канатной дороги составляет 870 метров. Скорость спуска регулируется по необходимости. К примеру, один экскурсионный круг по времени занимает 30 минут. Также есть интересный вид активного досуга – тюбинг. 3 дорожки для спуска на ватрушках, одна из которых еще и скоростная. Длина составляет 160 метров. Правее расположена детская трасса. Все отстроено в строгом соблюдении правил и полностью безопасно. Совсем рядом, также среди горных красот, находится гостиничный комплекс, способный одновременно принять около 250 постояльцев. Здесь у нас находятся 2 гостиницы. Это сначала отель Эдельвейс и Цатио Чеченский, центр активного отдыха и туризма, так называемый. В Эдельвейсе у нас находится 8-6 номеров, из них 4 люкса, 8 делюксов и обычные стандартные и 4-местные номера в основном. Люкс-номера трехкомнатные. В них есть зал, спальня, кухня и санузел. Делюксы на одну комнату меньше, но с теми же условиями, плюс шикарный вид с балкона. Огромное преимущество комплекса – наличие развлечений как для взрослых, так и для детей. Игровая комната, приставка PlayStation 5, бильярд, настольный теннис, кинозал для просмотра любимых фильмов, караоке. Для настоящих ценителей есть крытый бассейн с баней. Также у нас есть лучный тир. Можно пойти в поход отсюда, то есть можно здесь все снаряжение взять в аренду. Помимо всех условий, заботливо созданных руководством региона, самое главное – удачное расположение курорта, которое завораживает абсолютно всех гостей. С какой стороны не посмотришь, отовсюду открывается шикарный вид. Виды, конечно, тут вообще впечатляющие, завораживающие. И сама дорога очень красивая. Я уже 4-й раз в Чечне, и мне тут нравится, тут спокойно. В горах вообще тут круто, воздух. На данный момент в Ведучи есть все для качественного отдыха. Тем не менее, грядут масштабные улучшения. Уже строятся новые трассы, гостиницы, а также планируется запуск конных прогулок, экстремальных маршрутов на баги, квадроциклах и джипах. Амина Тупилагова, Хусейн Мурдаханов, Мовсар Хаджиев, Харун Абдулаев. Вести, Чеченская Республика. Эдельвейс – яркий жилой комплекс комфорт-класса, строящийся в самом центре Грозного. Архитектурное решение фасада включает в себя национальную культуру и европейскую классику. Вблизи ЖК расположены гипермаркет «Лента», торговые центры «Минутка», образовательные учреждения и медицинские клиники. Активно развитое транспортное сообщение. Слово Луизе Яхьяевой. Идеальное место для жизни в городе, или иначе говоря, жилой комплекс Эдельвейс, находится на этапе постройки, но уже впечатляет. И действительно есть чем. Расположен он в самом сердце быстрорастущей столицы. Имеет наземный паркинг, подземную автостоянку. На территории будут располагаться детские и спортивные площадки, зона отдыха. В общем, все, что необходимо для удобной жизни в городе. Первый этаж дома рассчитан под коммерческую недвижимость. Площадь самого большого помещения будет 162 квадратных метра. Высота потолка
потолков 4,5. Для жильцов дома это будет очень удобно, поскольку все будет в шаговой доступности. Магазины, кафе, бутики. Также помещение можно арендовать для развития собственного дела. В доме всего 218 квартир. Это жилье комфорт-класса свободной планировки, которое можно приобрести прямо на этапе строительства и даже в рассрочку. Кстати, работа здесь идет непрерывно, и уже совсем скоро объект будет готов к эксплуатации. Сейчас мы ведем работы по бетонированной стене перекрытия 13 этажа. Значит, это центральный блок. У нас осталось 7 этажей и крайние блоки по 5 этажей. Это в процентном соотношении, учитывая, у нас еще есть цокольный этаж, технический этаж, значит, процентов 70 выполнено уже. Через сколько уже жильцы смогут заселиться, приобрести квартиру? Мы планируем вот 4-й квартал 2023 год. Я думаю, мы справимся с этим. Уникальность жилого дома – это гармоничное сочетание национальной культуры и европейской классики. Эклектика его фасадов создает прекрасный ансамбль со строящейся вблизи мечетью. А вид из окна наверняка будет радовать будущих жильцов. Это самый центр города, соответственно, здесь очень развита инфраструктура. Есть все социальные объекты. Это больницы, школы, детские сады, торговые центры. Все в шаговой доступности. Луиза Яхьяева, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.